Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем актуальную информацию о текущей эпидобстановке в регионе на 9 ноября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация остается в республике напряженной. За последние сутки выявлено 203 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 118 случаев. Необходимо обратить внимание, что практически в каждом из районов республики зарегистрировано определенное количество случаев, от 8 до 1 случая по районам республики. Единичные случаи заболеваний, которые зарегистрированы в наших районах, есть и те относительно тех населенных пунктов, где коронавирус появился впервые. Поэтому в этих населенных пунктах особенно сегодня должны соблюдаться в полном объеме все санитарно-эпидемиологические требования и правила, которые необходимы для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в целом в самом населенном пункте. За последние сутки зарегистрировано 3 летальных исхода у нас в республике. Умершие граждане также непосредственно у нас умерли у нас граждане не только в городе Якутске, но и в Жиганском Улусе. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в основном все граждане они имели тяжелые заболевания, сопутствующие заболевания. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем о том, что непосредственно наша основная задача сегодня беречь наше старшее поколение, беречь тех, кто имеет хронические заболевания. С этой недели в ряде школ республики начинается обучение после окончания каникул. Оперативный штаб республики под руководством Айсена Сергеевича Николаева, главы республики Саха-Якутия, определил, что сейчас при начале учебного сезона важно соблюдение санитарно-эпидемиологических требований как в самой школе, так и требований, которые определены указом главы республики, а именно соблюдение масочного режима, соблюдение социальной дистанции и непосредственно привлечение к работе очно в школах лишь только педагогов, которые не входят в группу риска. Педагоги же, которые входят в группу риска, которые старше 65 лет, а также педагоги, которые имеют заболевания хронические, вправе работать непосредственно на дистанционной форме, либо находиться на больничном листе. Лаборатории республики также продолжают работу. За последние сутки было обработано 5234, было проведено исследование на коронавирусную инфекцию. В целом республика обработала 680 тысяч тестов за весь этот период. Большинство проблем, которые у нас возникали с долгим ожиданием анализов, они практически уже на настоящий момент снято. Есть ряд задержек, которые связаны в большинстве с транспортной схемой республики, поэтому главой республики было принято решение о том, что вся арктическая зона республики будет в первоочередном порядке обеспечена тестами, которые позволяют работать для первичного анализа без применения лабораторий принципам ПЦР. И уже по вторичному анализу, соответственно, будет отрабатываться через соответствующую лабораторию. Сегодня наиболее важным вопросом являются те ситуации, которые сложились в наших социальных учреждениях. А сегодня есть 2 нештатные ситуации, как в Нюрбинском доме-интернате престарелых, так и в Алекминском психоневрологическом интернате. Ситуация в обоих интернатах взята, безусловно, под контроль. К сожалению, в Нюрбинском интернате у нас непосредственно заболела, в том числе и большая группа сотрудников интерната. Безусловно, как и проживающим, так и мы всем желаем скорейшего выздоровления. Ну и, соответственно, принятие всех мер для того, чтобы люди быстрее выздоровели. Ну и, конечно же, всем здоровья. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к другим новостям.
Минздрав России изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации. При этом бытовые условия в расчет не брались. Теперь госпитализации подлежат пациенты, живущие в общежитиях и коммунальных квартирах, а также совместно с пожилыми или людьми с хроническими заболеваниями. Также приказом обязали врачей информировать надомного пациента о том, что он должен вызывать медпомощь при ухудшении самочувствия. Если больной живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости проживания в другом помещении. А вакцину против гриппа доставят в Якутск 16 ноября. Об этом сообщил представитель управления Роспотребнадзора Георгий Игнатьев. Ранее в управлении образования Якутска сообщали, что прививки получили 48% школьников города и 52% работников. К другим темам. Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче. Вступили в силу поправки в жилищный кодекс. Теперь в кодексе прописана обязанность сделать перерасчет при некачественном оказании коммунальных услуг. Определено, что по умолчанию перерасчет должна сделать управляющая организация, ТСЖ или жилищный кооператив. А если жители напрямую заключили договор с ресурсоснабжающей организацией, перерасчеты за свои услуги становятся ее обязанностью. Кроме того, оговаривается, что уже после перерасчета ресурсоснабжающая организация может потребовать компенсации расходов от управляющей организации. В Институте нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения РАН прогнозируют рост ежегодной добычи природного газа в Арктике. В случае открытия новых месторождений добыча вырастет до 150 миллионов кубометров. Для сравнения, в настоящее время объемы добычи голубого топлива в регионе оцениваются на уровне 100 миллионов кубометров в год. Ученые определили 3 перспективных направления. Первое связано с поиском новых залежей в центральной и северной части Гыданского полуострова, а также в акватории южной части Карского моря. Второе и третье направление предполагает доизучение недр в северных и центральных районах западно-сибирской нефтегазоносной провинции. Тушением лесных пожаров займутся регионы. В законодательстве появится понятие природного и лесного пожара. Их тушением будут заниматься региональные власти. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в осеннюю сессию. К полномочиям региональных органов власти в области пожарной безопасности предлагается отнести организацию тушения таких возгораний силами и средствами единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в регионах. При этом муниципалитеты смогут самостоятельно принимать первые меры по тушению возгораний, в том числе за территорией поселений. Также в документе уточняются основания для проведения внеплановых проверок органами Госпожнадзора. Их будут проводить только в отношении населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров. Если по зерну засушливое лето дало замечательный урожай, то сбор картофеля наглядно показал: без дождей крупных клубней не жди. В этом году ряд позиций плана для сельского хозяйства Алекминского района выполнить не удалось. Елена Фаст об урожае этого года. С перевыполнением планов по заготовке молока вышли на 10-й месяц сельское хозяйство Алекминского района. Мы перевыполнили план еще в сентябре. Сейчас у нас на данный момент перевыполнение на 740 тонн. Вот сегодня вот должны как раз собираться, разговаривать по сложившейся ситуации. С тем, чтобы обсудить ближайшие планы, экспресс-совещание состоялось в самом управлении сельского хозяйства. План доведен у нас 3325 тонн. И на 1 ноября мы план выполнили. На сегодняшний день мы на 11% идет при выполнении плана. Сейчас мы и ждем дополнительные соглашения по субсидированию и по увеличению плана до 3500 тонн. Ежегодно до района доводится план заданий, порядка 25 наименований. В этом году по ряду есть невыполнение: картофель, грубая корма и сыры. Условия, паводок, наводнение было, поэтому мы при плане заготовки грубых кормов 19 тысяч тонн, на сегодняшний день заготовили 17 тысяч, это 91%. Заготовка картофеля у нас при плане сдачи 1000 тонн, мы на сегодняшний день сдали 725 тонн. Это через Агроснаб, через заготовителей, это от населения, от сельскохозяйственных предприятий. И вопрос тоже, опять же, по сбыту стоит у нас. Поэтому сейчас вот вопрос будем решать.
Сложности в реализации, проблемы сбыта коснулись и кладовой Алекмы. Конкретно по сырам. На сегодня готово 15 тонн, из них 5 тонн уже созревшего. Началом сезона вот этого пандемии коронавирусной, COVID-19, у нас покупательная способность населения снизилась в летний период. Вот в самый пик, когда сыры начали созревать, и должна была пойти реализация в город Алекминский, в город Якутск, у нас в связи с коронавирусом покупательная способность снизилась, поэтому в летний период нам пришлось остановить производство сыра где-то на 10 дней, из-за того, что все камеры созревания сыров и хранения были переполнены. Пока готовится только мягкий сыр, поскольку ему не нужно место в камерах. Он реализуется сразу. Между тем, несмотря на перевыполнение плана по заготовке молока, продолжается приемка его по всем плановым молокоприемным пунктам. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Засушливое лето и лесные пожары могут негативно сказаться и на зимовке лошадей в Якутии. Аномальные природные условия создали угрозу копытных, центральных и заречных районах республики. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале зимовки 17 и 18 годов. Если лошади раньше времени выйдут на подкормку, это может привести к острому дефициту не только зернофуража, но и грубых кормов. По состоянию на начало ноября в республике поголовье лошадей составляет более 245 тысяч. Есть прогнозы по поставке к дополнительным подкормкам лошадей. Это как в 2017-2018 годах прогноз. Поэтому есть опасения, что дополнительно нам потребуется порядка 8,5 тысяч перетарки и закупки между районами грубых кормов. В рамках работы по организации работы устойчивой зимовки скота и лошадей в следующем году предусмотрено порядка 50 миллионов рублей. Но, смотря на ситуацию, на первом квартале мы эту сумму будем актуализировать. Далее о спорте. Борец Аял Лазарев завоевал серебряную медаль Гран-при Москвы. Спортсмен занял второе место на международном турнире по вольной и греко-римской борьбе. В заключительной схватке он встретился с финалистом последнего чемпионата России Шамилем Шариповым в категории до 125 килограммов. Шамиль Шарипов одержал победу на туше, говорится в таблице результатов Федерации спортивной борьбы России. Ранее Аял Лазарев, представляющий Кыргызстан, стартовал с победы над азербайджанцем Исламом Абуевым со счетом 10-0. 1000 дронов поднялись в небо над Петропавловской крепостью в Санкт-Петербурге накануне. Они выстроились в красочные трехмерные фигуры в рамках светового шоу на фестивале «Чудо света». Во время представления дроны перемещались в небе по заданной траектории, образуя в небе объемные геометрические фигуры. В завершении представления коптеры образовали фигуру корабля под алыми парусами, после чего перестроились в логотип фестиваля и опустились на землю, похожие на падающие звезды. Центральной темой фестиваля «Чудо света» в этом году стали морские победы России. Таким образом, в рамках шоу зрителей знакомились с историей отечественного военно-морского флота. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя в общественных местах, носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и оставайтесь в курсе новостей.